Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантия. И сегодня мы будем делать расклад на тему, чего он боится, чего хочет и как будет действовать дальше. От вас нужно выбрать свой вариант. Как обычно, у меня на столе 3 варианта. Первый, второй или третий. Прислушивайтесь к своей интуиции. Она вам подскажет, она вас притянет, да, к нужному варианту. И загадайте срок, в который вы хотите увидеть, да, его дальнейшие действия, его дальнейшие шаги, что он предпримет по отношению к вам. И выбирайте вариант, сосредоточьтесь, подумайте о своем мужчине, выбирайте, а я перехожу к единичкам. Что, первый вариант, смотрим вас. И чего хочет загаданный вами мужчина. Ну, хочет быть лидером, хочет быть хозяином положения, хочет, чтобы отношения с вами развивались так, как удобно ему, так как он это видит, так как он себе это представляет. Хочет быть таким, знаете, неким, ну вот слово, наверное, хозяин больше всего здесь подходит, где-то царем положения, хозяином положения. И всеми силами он будет своего добиваться, будет продавливать. Может быть, это будут ссоры, конфликты, может быть, это будет кнут и пряник, может быть, это будет какая-то хитрость, да, попытка вывести вас на некие эмоции, может быть, это будет манипулирование материальными благами. В общем, всеми силами мужчина будет добиваться того, чтобы быть именно хозяином положения, чтобы вы делали исключительно то, что хочет он. Да, может быть, где-то он и предложит вам некий компромисс, но опять же этот компромисс более выгоден будет ему. Чего он боится? Да, в принципе, вы знаете, вот в отношении с вами я не вижу каких-то особых страхов. Вот абсолютно. Он будет работать. И опять же, через свою силу, через свою волю, через свою волю изъявления, он будет пытаться сохранить то, что имеет. Единственный страх, который здесь, возможно, будет прослеживаться у него, это материальные потери. Он всеми силами будет пытаться сохранить свой материальный успех, свой материальный достаток и уровень заработка. Будет работать, активно работать, где-то умом, где-то физически, где-то терпением будет брать, но материальные вещи, да, тот достаток, который он имеет, он потерять боится. В отношениях с вами, вот я бы не сказала, что он чего-то боится. Почему? Потому что мы видим, да, что у него в желаниях продавливать, чем он и будет заниматься. А в страхах у него только связанные с материальными вопросами, с заработком. Поэтому в отношениях с вами я не вижу каких-либо страхов. Тут нам карты больше показали материальную сторону положения. И здесь тоже нам карты просвечивают то, что он хочет быть и жить в достатке, хочет материальной стабильности и материального, конечно, успеха и независимости. К чему стремиться в отношениях с вами? Да, вы знаете, вот тут карты выпали довольно-таки приятные. Я бы сказала, он в отношениях с вами желает страсти, желает любви, желает взаимопонимания, желает, чтобы рядом с ним была прекрасная, притягательная, красивая женщина, да, которую можно показать, которую можно вывести в свет, которой можно похвастаться. И его самолюбие, да, через вашу красоту, через зависть со стороны других мужчин, оно будет еще больше повышаться. Вы как услада, как некий бальзам на его душу. И, конечно, страсть, легкость в отношениях, взаимопонимание, вот как тайфун, который будет вас с ним вместе нести как пару, как партнеров. Но опять же, да, это все ему нужно, чтобы это было на такой достаточно легкой, воздушной ноте, без каких-либо обязательств, без каких-либо ограничений. Ему нужна свобода и независимость от всех. Самое главное, конечно, здесь материальное, но и в любви
в отношениях, он тоже любит свободу. У нас выпала карта Бланка, прошу прощения, старший аркан влюбленный и старший аркан шут. Дальше паж жезлов. То есть, да, тут эмоции, тут страсть, тут такие бурлящие переживания, но опять же, да, все это должно быть легко и без ограничений. И как будут развиваться ваши отношения в ближайшем обозримом будущем. Ну, и в тот период, который вы загадали. Я надеюсь, что вы загадали. Если забыли, то загадывайте. Я чуть-чуть подожду, буквально там несколько секунд. Я думаю, что вы справитесь. И сейчас вам расскажу. Итак, не самые первая половина периода будет не самой легкой. Тут возможны конфликты, тут возможна агрессия, тут возможно выяснение отношений. Даже где-то может быть расставание, либо перестанете на какое-то время общаться, но потом все равно будут какие-то изменения в середине периода в лучшую сторону. То есть отношения вполне возможно, что возобновятся, если будет какой-то конфликт, именно вот когда нет общения. Потом отношения все-таки восстанавливаются, но как бы они не восстанавливались, да, какую бы удачу за хвост вы не поймали, дальше вторая часть периода, да, вторая половина, да, отношения будут развиваться, да, они куда-то будут нестись, куда-то они будут стремиться, но тяжесть ответственности, тяжесть каких-то переживаний, тяжесть каких-то ранее пережитых с ним эмоций, может быть, ссоры, конфликты, да, они все равно будут. То есть вы здесь до конца не выясните, вы здесь до конца не обсудите, вы не обговорите все те претензии, которые между вами возникнут. Скорее всего, даже будет движение сквозь призму вот того негатива, который между вами был, либо вот тут вот возникнет. Вот это будет прям в начале периода восьмерочка кубков. Это некое расставание в этой колоде, когда один из партнеров, он уходит, уезжает, а второй, в принципе, как и в мифе, так и на рисунке карты мы видим, да, что один уплывает в море, женщина прям горюет, плачет, тоскует. И вот здесь вполне может быть, как я уже сказала, да, повторяться не буду. И вот тут движение есть. И причем, скорее всего, направлять этими отношениями там уже захочет мужчина. Вот у нас выпал туз жезлов, который нам говорит о том, что мужчина в любом случае захочет отношения направлять, управлять, потому что мы видим, да, вот здесь у него желание опять быть хозяином положения во всех смыслах, он к этому стремится, да, отношения с вами ему тоже интересны, потому что вы прекрасны, потому что вы чудесны, и вот здесь, опять же, тут отношения могут наладиться через постель, через интим, через близость с ним. Скорее всего, мужчина просто не выдержит и захочет как-то наладить отношения. Какую-то новую эмоцию, новый виток, новую энергию привнесет в эти отношения, потому что мужчина, конечно, такой достаточно огненный и темпераментный. Вот такой у нас вышел вариант для единичек, дорогие мои. Я желаю вам всего самого хорошего. Будьте любимы, будьте желанны, будьте здоровы. Берегите, любите, балуйте, цените себя. Если не мы, то кто, как говорится, да? Пока себя не полюбишь, никто не полюбит. Я с вами прощаюсь. До встречи. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Переходим к двоечкам. Ну что, двоечки, смотрим вас и чего он хочет. Мужчина хочет обновлений. Мужчина хочет нового этапа в отношениях. Мужчина хочет забыть и уйти от старого, уйти от болезненного, уйти от того, что доставляет ему дискомфорт, и прийти к чему-то новому.
к более приятному, к более богатому, к более роскошному и более свободному. Потому что те неприятные эмоции, которые, переживания, которые у него есть, которые, по крайней мере, глубоко в нем сидят, они не дают ему спокойно жить, не дают ему легкости, и жизнь его отяжеляют и обременяют. Вот, выпала карта, вытянула, да, все-таки на его желание. И тут, конечно, хочет быть хозяином положения, хочет, чтобы отношения и женщина рядом с ним была прекрасная, была чудесная, прям такая вот императрица, притягательная, сексуальная, где-то даже воительница, но чтобы отношения складывались гармонично и хорошо и мудро, с таким каким-то мудрым, страстным подходом. Вот так он желает, да, забыть, уйти, избавиться от негатива, потому что он здесь есть и такой не маленький. Судя по всему, у нас и шестерочка кубков намекает нам о прошлом, и десятка мечей. Это вообще здесь и по мифу к этой богине, и по самой карте тут. И как бы здесь умирает, да, прощается с прошлым у нас героиня карты. И здесь десятка мечей тоже по классике это некое завершение. Некая, грубо говоря, тоже смерть. И поэтому тут прям желание забыть, уйти, похоронить то, что было плохое. К чему он стремится в отношениях с вами? Ну, во-первых, конечно же, проявлять себя как мужчина, как помощник, как подсказчик, как защита, как опора, как надежа для вас, да, как такая стена крепкая, на которую вы можете опереться. И, конечно же, хочет перемен. Хочет в отношениях нового витка, хочет некой новизны. У нас тут Нихаления и шестерка мечей и старший аркан Солнца говорят нам о новом этапе, о новом витке, о желании выйти на некий новый уровень. То есть, да, но тут сразу видно, да, его желание, да, то, что он хочет уйти от старого, и, конечно же, стремится он к чему-то новому. Даже если логически подумать, у нас тут карты так и показали. Дальше чего он боится? Боится застоя, что ничего не получится, что вот та боль, те неприятности, те обиды, которые сейчас, да, от которых он сейчас хочет избавиться, они задержатся в его жизни. Они как бы прорастут и принесут еще большие неприятности, еще большие переживания и еще больше стресс в его жизни. Вот этого он боится. Боится, что не будет движения, что не будет развития в том направлении, в котором он желает. Боится неизвестности, боится холодности от вас, боится некой такой туманности, боится тех вещей, которые он не понимает, которые ему непонятны и недосягаемы, которыми он не сможет управлять, которые ему не подвластны. Вот этих всех вещей сейчас на самом деле прям большой страх, сильно мужчина боится. И самое главное, смотрите, тут карта нам намекает, что это может уже глубоко внутри, этот страх у него уже прорасти и давать свои плоды. Вот тут, если вы близки и мужчина вам доверяет, то последите за ним, может быть, как-то сможете разговорить его, чтобы избавиться вот от этой позиции, потому что тут, конечно, мужчина в подвешенном состоянии, которое уже приносит ему такой достаточно большой дискомфорт. И вот эти страхи, они уже прорастают в нем. Дальше, как будут развиваться ваши отношения в загаданный вами срок. Надеюсь, вы срок загадать не забыли. Если забыли, то загадывайте. Если нет, то я продолжаю. Но первая половина загаданного вами срока, она привнесет в ваши отношения некие перемены. Перемены вот
как было до, грубо говоря, уже не будет. Дальше идут уже более такие эмоциональные отношения, в отношениях более такие, в отношениях появляется больше взаимопонимания и поддержки. Когда люди готовы идти на компромисс, когда люди уже готовы идти навстречу друг другу, когда они могут пожертвовать какими-то своими желаниями, стремлениями, планами ради близкого человека, когда они могут закрыть глаза на какие-то его ошибки, на какие-то его просчеты, да, либо на те конфликты и недопонимания, которые могли у вас возникнуть. Они будут такими краткосрочными, скорее всего. Дальше вторая половина того периода, да, она уже идет более гармоничная, более спокойная. Уже вы будете чувствовать некое довольство и удовлетворение. Где-то даже сможете расслабиться, потому что мужчина уже начнет себя проявлять более спокойно, что ли, более благородно. Уже не будет той нервозности, потому что, скорее всего, вот эти стремления, которые, да, мы здесь наблюдаем в его раскладе, они начнут более или менее осуществляться или реализовываться. То есть мужчина, да, и вы в том числе, вы немного подрасслабитесь и начнете наслаждаться отношениями, наслаждаться обществом друг друга. То есть тут некая гармония, она в отношениях появляется, и, скорее всего, материальная сторона отношений, я не говорю, что это прям деньги, финансы, но и некий такой быт, который вас окружает, он тоже более или менее как-то выправится, и некое удовлетворение, некий покой тут определенно появится. Вот такой у нас вышел расклад для двоечек. Я вам, дорогие мои, желаю всего самого наилучшего. Будьте здоровы, будьте любимы, будьте счастливы, берегите себя, берегите своих близких, свои отношения, своих любимых. С вами была Астарта Сантия. Всех еще раз благодарю. Надеюсь, что мой канал вам помогает, поддерживает вас, может быть, вдохновляет, где-то даже направляет и оберегает. Как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, а я перехожу к троечкам. Троечки, итак, смотрим вас и чего ваш мужчина хочет. Мужчина хочет получить заслуженную награду, потому что он трудился, потому что он приложил максимум усилий, потому что он не сидел сложа руки, потому что он стремился к некому результату. И сейчас, на данный момент, на данный период жизни, он стремится получить уже тот заслуженный результат, либо заслуженный отдых, к которому он стремился. И смотрите, дорогие мои, если, не дай бог, этот мужчина сейчас находится на стадии развода, то он ожидает как раз таки, когда этот весь процесс завершится. Но вот пункт про развод, он проиграется, конечно же, не у всех, но может. И опять же, да, мужчина считает, что он заслужил какое-то поощрение, какую-то награду за свои труды, за вложенную энергию, за вложенные силы. В общем-то, судя по картам, он и заслужил тот результат, который он желает получить. К чему мужчина стремится? Мужчина стремится к тому, чтобы уйти от прошлого, похоронить его, да, попрощаться с ним, и чтобы это прошлое никогда в его жизнь не возвращалось, и начать некий новый этап, новый период жизни, но в таком формате, в котором он сможет быть на коне, сможет быть рыцарем, таким благородным рыцарем, который будет всем помогать, всех поддерживать. Скорее всего, даже стремится это делать больше в материальном плане. У нас тут выпали все-таки пентакли. И опять же, смотрите, если пункт про развод у кого-то проиграется, то вот здесь мужчина стремится, чтобы обеспечивать, если есть, например, дети в предыдущих отношениях, то детей. И обеспечивать предыдущую семью и те отношения, ту женщину, которая с ним на данный момент. Вот тут такое благородное стремление
быть опорой, быть надежей, быть поддержкой, такой вот той самой стеной, за которой можно спрятаться, за которую можно, да, как чувствовать себя как за амбразурой. В общем-то, такое у него благородное желание. Чего мужчина боится? Мужчина боится одиночества, мужчина боится расставаться с прошлым, мужчина боится таких вот непонятных подвешенных состояний, в которых которые он не понимает, в которых он не видит и не осознает четко, что вообще происходит. Он боится не найти того, что он ищет. Боится, конечно же, еще и ошибиться. Боится, что вот тот поиск, вот та охота, да, за той истиной, которая ему так нужна и необходима, она продолжится или затянется, что он будет возвращаться вот к той точке, с которой он начал, снова и снова. Вот такой некий день сурка. В общем, боится сделать ошибок, наделать ошибок и вернуться к тому, с чего все началось. Ну, и, конечно, одиночество и неизвестность тоже мужчину пугают. Далее, как будут развиваться ваши отношения в загаданный вами срок? Ну, первая половина отношений, она будет достаточно такая эмоциональная. Но эмоции должны быть достаточно такие приятные, гармоничные. Но дальше вот здесь кто-то начнет ближе к середине периода, кто-то начнет лукавить, кто-то начнет что-то скрывать, либо не договаривать, либо не высказывать свое недовольство. То есть вот человек закроется. И, скорее всего, на контакт выходить он не будет. Как-то будет находиться в своем собственном мирке и как бы впускать в свою зону комфорта кого-то, да, вообще любого человека он не захочет. И от этого всего могут возникнуть конфликты и недопонимания, некие барьеры выяснения отношений, либо это будет некая притирка в отношениях, когда вот какие-то бытовые вопросы могут вносить в отношения некие конфликты, некие недопонимания и какие-то коррективы. Но далее вторая половина отношений у нас выпали два старших аркана: Иерофант и звезды. В принципе, отношения должны наладиться, отношения должны стать такими более стабильными, более понятными сквозь призму такого уже стабильного, ясного партнерства. Отношения будут складываться с надеждой и с перспективой на дальнейшее будущее, на дальнейшее развитие. То есть, в принципе, эти отношения, они имеют за собой перспективу, они несут себя вперед, да, дальше по жизни уже с некой надеждой на брак. Ну, буду говорить прямо, у нас карта все-таки Иерофант выпала, да, достаточно семейная карта и карта, отвечающая за замужество, за женитьбу, за брак в отношениях. Так что перспективы здесь наблюдаются очень даже перспективные. Вот такой у нас вышел вариант номер 3. Строчки. Будьте любимы, будьте здоровы, будьте счастливы, берегите себя, берегите свои отношения, берегите своих близких. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Как обычно, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и до встречи.